Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». В студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. США. Республиканцы в Конгрессе критикуют соглашение с Ираном. Обама успокаивает союзников. Новая система электронных пропусков на блокпостах Восточной Украины. Очереди и коррупция сохраняются. Ричард Гир в интервью нашей программе о борьбе за права жителей Тибета. Начинаем с новостей из Праги. Дарья, пожалуйста. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Дарья Соловьева. Здравствуйте. Первый заместитель председателя фракции блока Петра Порошенко Игорь Кононенко сообщил, что Геннадий Москаль станет новым главой Закарпатской областной государственной администрации. Это назначение связывают с событиями в Мукачево. После перестрелки 11 июля, которая произошла с участием бойцов правого сектора, милиции и охраны народного депутата Михаила Ланьо, в Закарпатье до сих пор стоят блокпосты украинских силовиков. Несколько бойцов правого сектора продолжают скрываться в лесах района. С 1995 по октябрь 1997 года Москаль занимал должность начальника управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области. В 2001-2002 годах был председателем Закарпатской областной государственной администрации. Сможет ли он навести порядок в Закарпатье, мы спросили у обозревателя украинской службы «Радио Свободы» Ростислава Хотина. Он силовик, как бы там вот на фоне этих событий навести какой-то порядок, там, тем более, что регион пограничный, тем более, что Европейский Союз очень болезненно прореагировал на эти события в Мукачево, Словакия, допустим, Венгрия тоже как с опаской смотрят на эти события. То есть стабилизировать ситуацию он это сможет. При том, что Украина в следующем году хочет получить безвизовый режим, как бы разворачивать какую-то военную большую масштабную операцию на западе Украины, на пороге Европейского Союза, конечно, Киеву не с руки. Завтра президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой посетит Закарпатье. С жителями региона о перспективах работы Геннадия Москаля побеседовал наш корреспондент Аскольд Сирко. Ничего хорошего, по крайней мере, и не произошло за время его работы в Закарпатье. Ничего он тут у нас не сделает конкретно. Он, я так считаю, человек пустослов, и больше ничего. Он был начальник милиции и в СБУ работал везде. Он все расклады знает, так что только такого человека надо. Какая разница, кого назначить? Все абсолютно одинаково. На линии разграничения между украинскими территориями, подконтрольными правительству, и так называемыми ДНР и ЛНР заработала система электронных пропусков. Теперь людям не нужно стоять неделями в очередях, чтобы получить бумажный пропуск. Заявку можно отправить по почте и также дистанционно получить электронный код. В Совете нацбезопасности и обороны Украины ожидали, что на контрольных пунктах исчезнет коррупция и очереди. Оправдались ли ожидания, узнавала Ирина Клименко. Этот украинский блокпост в районе села Березовое в 35 километрах от Донецка. Его, рассказывают военные, часто обстреливают боевики так называемой ДНР. Поэтому пограничники стараются быстро пропускать здесь тех, кто желает выехать на территорию подконтрольной Украине. Значит, наша задача проверить только наличие документов. А уже товары и все остальное, что везут граждане, контролируют там соответствующие службы. Там это на контрольном пункте около села Бугас. И здесь желающим въехать или выехать придется стоять в километровых очередях. Вот эта очередь со стороны Мариуполя по направлению в Донецк растянулась на 5 километров. Продвигались практически 3 машины в час. Не более. Вот такие темпы пропусков. Люди едут к родственникам и друзьям по делам и на отдых, но чаще всего в очереди встречаются пенсионеры, которые выезжают на территорию подконтрольной Украине, чтобы получить пенсии, заодно и за покупками. На обочинах мусор, туалетов всего 2, ходят в кусты. Воду и продукты можно купить у торговцев на обочине. Так встречает председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Вот это то, что вы видите, это показуха. Тут стояли фуры, которые пропускаются за деньги, пропускаются. Перед вашим приездом за час, за два их убрали, фуры. Здесь ходят люди, человек на Джили, Escape, ходит, предлагает за 400 гривен с носа, с человека.
безболезненно проехать через блокпост. Журналистам Павел Жебривский рассказывает, очереди из-за того, что пункт не справляется с потоком желающих пересечь линию разграничения. Каждую машину нужно тщательно проверить, данные каждого человека внести в электронную базу. Решает, пункт пропуска нужно перенести из села Бугас в село Новотроицкое, поближе к Донецку. Там можем увеличить в 2 раза пропускную способность обработки документации. Там дорога шире, больше полос. Пограничники готовы увеличивать количество людей, фискалы также готовы увеличивать количество людей. Кроме того, говорит Жебривский, между Донецком и пунктом пропуска построят логистические центры. Там можно будет купить продукты, товары первой необходимости, лекарства. Подумывают над тем, чтобы там же и выплачивать пенсии. Тогда у многих исчезнет необходимость пересекать линию разграничения. Первые центры появятся к концу июля, пока же люди и дальше сутками будут стоять в километровых очередях. Ирина Клименко, Максим Дрозденко. Настоящее время. Донецкая область. Малайзия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по созданию трибунала по расследованию крушения Боинга 777 на востоке Украины в прошлом году. Создание трибунала поддержали Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина. Россия выступает против этой инициативы. Лайнер малазийских авиалиний, следовавших из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области Украины. Расследование катастрофы ведет международная следственная группа. Одна из основных версий крушения – самолет был сбит ракетой «Земля-воздух». В Киеве считают, что снаряд был выпущен донецкими сепаратистами из российского зенитного ракетного комплекса «Бук». Москва все обвинения отрицает. Приближается годовщина катастрофы малазийского Боинга. В настоящее время готовит подробный материал с анализом всех версий крушения лайнера. В Бакинском суде под тяжким преступлением сегодня состоялось подготовительное заседание по уголовному делу супругов Юнус. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус и ученый-историк Ариф Юнус обвиняются в мошенничестве в крупном размере и государственной измене. Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы. Дайте мне слово. Это нечестно. Вы лишаете меня слова. Я знаю, что это судилище, но слово вы должны мне дать. Это еще раз говорит о том, что это заказной процесс. Вы не уважаете закон. Нас хотят физически уничтожить. Адвокат Лейлы Юнус Рамис Мамедов потребовал перевести ее под домашний арест. Как отметил Мамедов, тяжелое состояние Юнус подтвердили международные специалисты, обследовавшие ее в период заключения. Она перенесла 6 операций, страдает сахарным диабетом и гепатитом С. По словам дочери супругов Динары Юнус, состояние здоровья родителей вызывает у нее серьезные опасения. Если честно, очень беспокоюсь за состояние здоровья своих родителей на данный момент, потому что у отца тоже обнаружилась шишка. Адвокат Лейлы Юнус заявил, что дальнейшее заключение может быть опасно для ее жизни. Я не хочу, чтобы Лейла Юнус умерла в заключении. Ни одно из ходатайств адвокатов удовлетворено не было. Судебное заседание по делу супругов Юнус отложено на 27 июля. Напомним, что на прошлой неделе 16 американских сенаторов обратились с письмом к Ильхаму Алиеву, в котором выразили обеспокоенность по поводу преследования активистов в Азербайджане. Авторы послания выделили дела 6 узников совести, которые получили тюремные сроки за свою мирную деятельность. Среди них и супруги Юнус. Власти Азербайджана продолжают утверждать, что в стране нет политзаключенных. Виктор Шендерович дал эксклюзивное интервью программе «Настоящее время». Мой коллега Сергей Дорофеев говорил с писателем и журналистом о его творчестве, о том, как после войны на Донбассе примирить два народа – русский и украинский, а также об утечке мозгов из России. Мы распадаемся довольно давно, Российская империя 100 лет уж точно, с революции 17 года. Так что воровать-то мы продолжаем, но при этом у нас очень болит наша отрезанная имперская рука. И мы в связи с этим происходят войны, мы не только воруем, мы еще и убиваем. Очень много погибло и мирных жителей, но очень много и добровольцев. Тех, кто был соблазнен этой имперской темой. Почему вот так поддались, особенно молодые люди, этой имперской теме? Потому что все-таки это те люди, которые уже узнали, что такое свобода, и у них мало места в паспортах их от шенгенских печатей. Вы знаете, разными сторонами повернулась к нам свобода. Ко мне, например, она повернулась шенгенской печатью, да, свободой творчества, самовыражения, реализации. К кому-то она повернулась обрушением, бедностью, нищетой. К очень многим она повернулась
отсутствием смысла, потому что советское время – это было время, пускай ложного, но очень сильного смысла. Полную версию интервью смотрите в воскресенье в программе «Неделя», а также на сайте currenttime.tv и в социальных сетях. Главная тема дня в Вашингтоне – снятие санкций с Ирана. Наташа, ждем от вас подробностей. Спасибо, Дарья. В Конгрессе США на соглашение с Ираном отреагировали сдержанно, а то и агрессивно. Демократы в большинстве своем заявили, что не будут торопиться высказывать суждения, пока досконально не изучат детали соглашения, в котором 159 страниц. Большинство республиканцев отвергают сделку, считая ее опасной. По их мнению, соглашение оставляет нерешенным ряд вопросов, в том числе поддержка Ираном террористических организаций и антиизраильская риторика. Глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. Кажется, иранцы на этих переговорах добились своего. Сохранение тысяч центрифуг, укрепление порогового ядерного потенциала вместо его сворачивания и внезапные многомиллиардные доходы, которые можно свободно тратить на терроризм. При этом президент Обама пообещал наложить вето на любой законопроект, мешающий успешному выполнению соглашения с Ираном. И вот реакция республиканцев, в частности, конгрессмена Криса Смита. Это первый день. Он уже накладывает вето. Если это такое хорошее соглашение, почему не убедить в его содержании Конгресса, как следствие американцев? В целом, администрация Обамы и, кстати, кандидат в президенты Хиллари Клинтон напоминают о том, что одна проблема с Ираном решена, но это не означает отмену американских торговых санкций, введенных в связи с нарушением прав человека и поддержкой терроризма. Это замедлит ядерную программу, но мы по-прежнему серьезно озабочены поведением Ирана. Между тем, президент Обама сделал во вторник ряд звонков лидерам европейских стран и ближневосточным союзникам. Первых он поблагодарил за усилия по достижению соглашения. В беседах с премьер-министром Израиля, королем Саудовской Аравии и лидером Объединенных Арабских Эмиратов он подчеркнул, что соглашение поможет предотвратить появление у Тегерана ядерной бомбы, и США продолжат сотрудничество с союзниками для укрепления региональной безопасности. Кроме того, президент Обама похвалил Россию в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Он признал, что без вклада Москвы этой договоренности не было бы, при этом отметив, что не был уверен в продолжении сотрудничества по иранскому вопросу в свете разногласий по поводу Украины. По его мнению, теперь открылись более широкие возможности для сотрудничества США и России по Сирии. Вероятно, считает президент Обама, в Кремле осознали, что режим Асада теряет контроль над страной, и возможность переворота или разгрома режима становится все более реальной. Перспектива отмены международных санкций против Ирана в результате ядерного соглашения немедленно сказалась на сырьевом рынке. Сразу же после объявления о договоре мировые цены на нефть марки Brent упали на 2%, до $56 за баррель. И хотя к окончанию торгов ситуация несколько выправилась, эксперты предсказывают дальнейшее удешевление энергоносителей из-за скорого возвращения Ирана на мировой рынок. Как все это может повлиять на мировую экономику, рассказывает Вадим Оленичев. Активное участие Ирана в мировой торговле энергоносителями может резко сдвинуть существующий сегодня баланс, говорят специалисты. На Исламскую республику приходится около 10% всех мировых залежей нефти. Это значит, что Иран, долгое время лишенный притока крупных средств от продажи энергоносителей, теперь будет согласен на любые экспортные расценки. А это может обрушить мировой рынок. При этом он и так уже перенасыщен сырьем, и такие организации, как ОПЕК, недовольны невыгодным для них снижением цен на нефть. Другие страны региона, в первую очередь Саудовская Аравия, последние годы понемногу наращивали свои энергопоставки. Поэтому они сделают все, чтобы Иран извлек от снятия санкций минимум выгоды. Так что если к 2016 году санкции будут отменены, и Иран начнет производить и поставлять на рынок сырье в полном объеме, следует ожидать ценовой войны. В этой связи арабские страны, прежде всего Ирак и Саудовская Аравия, хотели бы привлечь к процессу Россию. Москва имеет влияние на Тегеран. Россия, как крупный поставщик нефти и газа, безусловно извлекла некоторую выгоду от санкций против Ирана. Но эти два государства еще и партнеры в области ядерной энергетики. Российская корпорация «Росатом» уже давно помогает иранцам со строительством и запуском реакторов на атомной электростанции в Бушере. Кроме того, их лидеров объединяет нежелание признавать лидирующую роль США в мире.
Мне кажется, Россия будет продолжать вести бизнес с Ираном, независимо от дальнейшей судьбы санкций против него. Возможно, что конкуренция между ними повысится, когда Иран увеличит экспорт нефти. Но сейчас, я думаю, Россия не рассматривает иранцев как основных конкурентов, как в нефтяной, так и в газовой сфере. Основной рынок сбыта для России — это Европа, куда Иран широкого доступа пока не имеет. А вот в области участия российских компаний в развитии иранской энергетики я вижу у них общие интересы и потенциал для роста. Так или иначе, эксперты не склонны считать, что мировые расценки на нефть превысят $60 за баррель. Гораздо важнее для глобальной экономики, говорят они, будет теперь ситуация с природным газом. Здесь потенциал у Ирана огромный, однако скорой его реализации ожидать не следует. Иран занимает 4-е место в мире по запасам нефти и 1-е по запасам природного газа. Но общее мнение экспертов таково. Даже если санкции будут ослаблены, технические и финансовые возможности страны не позволяют ей сразу выйти на мировой уровень. На ближайшие годы иранским властям придется довольствоваться ролью хоть и важного, но регионального игрока. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Вашингтон. Ричард Гир, популярный голливудский киноактер, уже много лет возглавляет Международный комитет в поддержку Тибета. Звезда красотки и окончательного анализа выступил на слушаниях в Конгрессе, посвященных Тибету, и дал интервью нашей программе. Александр Панов продолжит тему. Слушания на Капитолийском холме начались с минуты молчания в память тибетского монаха, умершего в тюрьме. Тензин Делек Ринпоче провел в застенках 13 лет из своего 20-летнего срока за организацию взрывов и разжигание сепаратизма. Виновным он себя не признал. Как отметил Ричард Гир, у монаха были 1000 учеников, тибетцы и китайцы. Он был одним из тех, кто строил мосты дружбы и культуры. Актер принес с собой фотографии тех, кто по призыву Далай-ламы выбрал путь ненасильственного сопротивления и попал под репрессии властей КНР. Начиная с 2009 года свыше 130 тибетских монахов совершили акт самосожжения. У Китая нет законных прав на Тибет. В этом месте любят религию, восхищаются духовными наставниками и культурным наследием, но не Компартией Китая. Китайские власти относятся к этому ревниво и боятся этого. Нарушена многовековая традиция. 14-й Далай-лама провел в изгнании большую часть жизни, 56 лет. 80-летие отметил на днях здесь, в США. Он покинул Лхасу в 1959 году после попытки Тибета провозгласить независимость и введения туда подразделений китайской армии. 80 тысяч буддистов последовали вслед за ним в изгнание. Я буду говорить не в той манере, как это обычно делает Далай-лама. Я разгневан и разочарован. Я возмущен тем, как китайские власти обходятся с народом Тибета. Это бессовестно. Стратегия среднего пути, которую Далай-лама огласил свыше 40 лет тому назад, предусматривает превращение Тибета в зону мира, свободную от ядерного оружия и ядерных отходов, уважение прав человека и отказ Китая от политики насильственного переселения тибетцев, проведение переговоров о статусе края. Китай требует, чтобы сначала Далай-лама признал территориальное подчинение Тибета, а сейчас хочет контролировать и процесс следующей реинкарнации, чтобы 15-й Далай-лама был лоялен Пекину. Диалог с так называемым тибетским правительством в изгнании китайские власти прекратили 5,5 лет тому назад. Критику Вашингтона в Поднебесной не приемлют. Китайские власти выступают против любого вмешательства в этот вопрос, как они говорят, третьей стороны. Тибет – неотъемлемая часть Китая, однако власти обязаны сохранять культурно-исторические и религиозные особенности этого края. Официальная позиция американской администрации. Вашингтон выступает за диалог и освобождение политзаключенных и против репрессий в отношении национальных меньшинств, будь то тибетцы, монголы, казахи и уйгуры, подчеркнула Сара Сьюэлл, заместитель госсекретаря, специальный координатор по делам Тибета. Конгресс и правозащитные организации призывают Белый дом оказать дополнительное давление на Пекин накануне сентябрьского государственного визита в Америку председателя КНР Си Цзиньпиня. Вы выступаете в поддержку Тибета почти 40 лет, но проблема не решена. Вы устали, разочарованы, все еще надеетесь. Почему вы продолжаете? Если вы пытаетесь сделать что-то удивительное, хорошее и правильное, то нельзя ожидать, что это произойдет быстро. Ненасильственное сопротивление требует много времени. Наше движение во имя торжества правды, во имя вовлечения. Настанет день, когда тибетцы и китайцы станут братьями и сестрами, живущими в мире. Нам нужно набраться терпения.
Каких шагов вы ждете от Конгресса и Белого дома? Мои друзья в Конгрессе и администрации настроены решительно, и их поддержка важна для нас, но она также важна для тибетцев. Они отчаянно нуждаются в ней, потому что власти их жестоко притесняют. Многие находятся в состоянии депрессии. Я считаю, что политика китайских властей в Тибете провалилась. Поэтому они не пускают туда туристов, наших конгрессменов. Меня тоже туда не пустили. Даже с точки зрения логики им надо проводить там иную, новую политику. Ричард Гир не знает, попал ли он в черный список китайских властей, но признался, что когда он был в Гонконге, его там все узнавали. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Сегодня исполнилось 6 лет со дня гибели Натальи Стемировой, правозащитника и журналиста. 15 июля 2009 года она была похищена и убита в северокавказском регионе России. В это время Стемирова проводила расследование нарушений прав человека в Чечне. В связи с этой годовщиной Госдепартамент США сделал специальное заявление, в котором, в частности, говорится, цитата, «Ее убийство остается нераскрытым, и мы призываем российские власти в конце концов привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Мы призываем правительство России обеспечить безопасность правозащитников и журналистов, чтобы они могли продолжать свою жизненно важную работу». Коллеги в Праге, эфир снова ваш. После реформы и оптимизации кадровой системы количество участковых полицейских в России резко сократилось. В городах проблема стоит не так остро, как в селах. Примерять на себя роль полицейских приходится деревенским жителям. Как с этим справляются в небольшом селе Травники Челябинской области, узнавала Екатерина Пономарева. У Сергея Аксенова нет ни полицейской формы с погонами, ни служебной машины, ни оружия. Его в селе и без того уважают и побаиваются. Бывший военный, участник афганской войны, а ныне глава местного коммунального хозяйства, сам того не желая, стал еще и участковым. И в отличие от полицейских, кажется, смог наконец побороть главное местное зло – повальный алкоголизм. Обходы по горячим точкам деревни он совершает регулярно. Прежнего участкового местные жители с позором выгнали сами за драку. Говорят, плохо работал. Тогда Сергею Аксенову и пришлось браться за охрану порядка. Здесь уважают его, поэтому как-то и вышли как-то вот на него. Порядок общественный шериф Аксенов начал наводить со своей вотчины – местного коммунального хозяйства. Отучил пить слесарей, научил работать и заниматься спортом. Никаких силовых приемов, только личный пример. Участкового в селе нет уже полгода. На отсутствие полицейской защиты людей не пугает. Причем при этом в село Травники продолжают отправлять осужденных на отработку. По решению суда те, кто получил условный срок или был отпущен досрочно, должны отработать обязательные исправительные часы. В ответе за исполнение местная администрация и участковый. В чиновниках здесь один глава и 3 женщины. Так что за исправление осужденных и безопасность местных жителей отвечает снова Сергей Аксенов. Больше некому. Он у нас общественный, такой человек, понимаете, неугомонный. Есть такие люди. А кто везет, на том и едут. Ну, это вы называете общественной работой. Я просто считаю, что это нормальная жизненная позиция любого гражданина. Обратился глава поселения насчет осужденных, которым присудили часы отработки. Ну что ж, я тоже понимаю его, что ему тоже не на кого опереться. Местному главе полицейское начальство уже давно обещает найти участкового. Но местные жители на это уповают мало. Их, шерифа Аксенова, им никто не заменит. У погон на селе власти мало. Да и не станет приезжий участковый вести с нерадивыми мужьями воспитательные беседы, а по выходным играть с ребятишками в волейбол. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Фермеры на юге Украины бьют тревогу. По их убеждению, государства и агрохолдинги добивают малые и средние сельхозпредприятия. Как изменения в законодательстве сказались на агропромышленном комплексе Украины, материал Всеволода Ананьева. Выращен прекрасный урожай, а реализовать невозможно. Согласно изменениям в налоговом кодексе Украины, мелкие фермеры сейчас не платят налога на добавленную стоимость. Из-за этого элеваторы не могут закупать у них зерно. Почти всю свою жизнь Геннадий Сергеевич занимался фермерским хозяйством. Начинал с животноводства, а последние годы переключился на пшеницу. Но теперь сбыть свою продукцию не может. Из-за сравнительно небольших производственных объемов фермер не попадает в категорию плательщика НДС. Остается один только путь, куда нас толкает этим законом, принятым правительство, только на черный рынок. Аграрии Одесской области утверждают, что малые и средние фермерские хозяйства на грани банкротства. По их мнению, от налоговой реформы в выигрыше остаются лишь крупные холдинги, которые обрабатывают сотни гектаров земли.
Между тем, на выезде из Одессы мы увидели тысячи большегрузов с зерном, ожидающих отправки за границу. Украина, вошедшая в тройку мировых лидеров по экспорту зерна, свои позиции сдавать, похоже, не собирается. За моей спиной находится порт Южный, один из крупнейших экспортеров зерна на юге Украины. Именно сюда приходит многокилометровая очередь из фур. Ассоциация фермеров грозит заблокировать экспорт зерна, если государство не пойдет им на уступки, внесет законодательные правки и поддержит кредитованием в неравной борьбе с крупными агрохолдингами. Может даже как вариант, что мы пригоним свою технику на въезд в порт. Пускай они не забирают не наше зерно за бесценок, пускай забирают металлолом, на котором мы работаем. Украинское правительство о заключениях своих плантаторов в курсе и обещает перекос в пользу агропромышленных корпораций устранить. Об этом намекнул председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в ходе визита в селекционно-генетический институт. Если правительство не может сейчас помогать людям это все собирать и продавать, минимум мы не должны мешать. А люди сами сделают чудеса. В ходе этой встречи Михаил Саакашвили также отметил, что Украина при всем своем земледельческом потенциале остается самой бедной страной Европы. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. А теперь передаем слово Вашингтону. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Дарья. У нас шоу-бизнес. Одна из самых обсуждаемых в США новостей – банкротство известного рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent. Несмотря на скромное имя, 50 центов, исполнитель не так уж беден. Журнал Forbes недавно оценил состояние Джексона в $150 миллионов. Можно было подумать, что рэпер вдруг проигрался или растратил все состояние в одночасье. Но на самом деле это хитрый бизнес-ход. Роман Мамонов изучил детали, добавив эту историю в свои 5 копеек. Конкуренты в тусовке наверняка злорадно потирают руки. Сбился с ритма 50 Cent, наступил на горло собственной песни. Кертис Джеймс Джексон III, один из главных символов мировой рэп-культуры, пошел по миру. Вот они, бумаги, поданные в суд города Хартфорд, штата Коннектикут, с просьбой признать его банкротом. Текст заявления — полная противоположность брутальным, наполненным насилием текстам 50 Цента. На жалость давят адвокаты. Пишут, что в долгах рэпер как в шелках. Суммы соответствующие от 10 до 50 миллионов долларов. И тут бы расчувствоваться поклоннику таланта 50 Цента. Но кумир не плачет и не рыдает. Жизнерадостно общается с журналистами и открыто признает, что иск — продуманный маневр. Все могут расслабиться. Фанаты не увидят никаких изменений в моем творчестве. В нем будет столько же энергии. Просто я не жду, что люди поймут мои стратегические решения. Я ясно вижу свои цели и не позволю себе раскиснуть из-за каких-то мелких неприятностей. Решение подать иск о банкротстве и правда выглядит как продуманный ход. По американским законам такой иск не означает неплатежеспособность человека или компании. С деньгами у 50 Цента все должно быть хорошо. 2 месяца назад рэпер занял 4-е место в списке самых богатых хип-хоп-исполнителей журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $155 миллионов. По странному совпадению, всего 4 дня назад суд присяжных в Нью-Йорке обязал исполнителя выплатить $5 миллионов по иску дамы, чье интимное видео 50 Cent выложил в интернет с пошлыми комментариями. Пострадавшей оказалась женой рэпера-конкурента. Чем не тема для нового хита. Рэп — это музыка, вечно голодных миллионы не купят славы народной. Но деньги все же имеют значение, хотя бывают и исключения. 50 Cent, у тебя есть проблема? Давай докажи одну теорему. Пикантные видео плюс интернет, судебный процесс и волчий билет. Равняется штраф и судьбы превосходства. В итоге банкротство, банкротство, банкротство. Впрочем, суд еще может отклонить иск рэпера, да и сам он, кажется, не собирается идти по миру с протянутой рукой. Не для того выжил, получив 9 пуль во время неудавшегося покушения. Роман Мамонов, Александр Григорьев, Анатолий Кашенко. В настоящее время Вашингтон. Во вторник во многих городах нашей планеты прошли вечеринки в честь успеха миссии «Новые горизонты» космического аппарата НАСА, который достиг Плутона, собрал данные и полетел дальше. В городке Стритер в штате Иллинойс эта важная веха вызвала особые эмоции. Именно там, на заднем дворе вот этой фермы, практически 100 лет назад 12-летний Клайд Тамбо начал наблюдение за звездным небом с помощью телескопа, который сконструировал его дядя. Но дальнейшая, как говорят, история. В 30-м году, работая в обсерватории Лоуэлла в штате Аризона, Клайд Тамбо открыл Плутон. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время в студии работала Дарья Соловьева. До свидания.